Доброе утро. Сегодня 5-й день. Так. Заночевал в Красноярске. Проехал Красноярск где-то на окраине тут. Так, вчера прошли мы с моим конем 1355 километров. Все, делаем сброс. Опа. Все, сброс сделали. Так, сейчас умоюсь, зубы почищу, да, чай попью, да погнали дальше. Друзья, мы выехали с Красноярска, мы с объездной дороги пошли на Новосибирск. Новосибирск, следующая станция. 700 с чем-то было написано там километров. В добрый путь. Так, в общем, Ачинск, друзья, Ачинск. Стороной его обходим в объезд. Добрались мы до Ачинска. Кемерово 400 километров. Новосибирск 600 с чем-то было там. Сейчас посмотрим, будет указатель. Тоже Ачинск. Разбитые дороги. Разметок ничего. Топоча идет. Промышленный такой городок, грязненький. Маленько остановочку сделал. Сейчас перекусить надо. Вот. Народная еда, дошик. Дошик я сейчас заварю. Чай попью и поеду дальше. До Маринска там 100 с чем-то километров. Как раз доеду. И там есть кафешка классная. Хозяйство у них свое. Шашлычка надо поесть. Шашлычок там отменный. Потом доеду еще, засниму, покажу. Кемеровская область. До Маринска осталось, по-моему, там 30 километров. Ребят, про которую я говорил, здесь база, типа базы. У них тут свое хозяйство. Свининку они, свиней держат. Шашлычок вообще отменный. Короче, тут обязательно надо покушать. Привет, собаки. Все, пойдем посмотрим. Короче, ребят, даже не доел вот шашлычок. Порции прямо здоровые. Взял суп гороховый там с копченостями. Шашлык взял и оладьи. 3 оладушка такие прямо здоровые. Вот кафе. У Ксюши называется. Очень вкусно. Очень вкусно готовят. Особенно вот мясо, шашлык. Вообще тема. Так, ну все, поели. Заправились.
Двигаемся дальше. Вообще сейчас буду ехать, пока не устану. Путь долгий. Так, развернулись. Вот еще раз посмотрите. Обязательно остановитесь, вот здесь покушайте. У них здесь и гостиницу, вот, ну, когда я последний раз был, вот этой гостиницы не было, вот пристрой. Банька у них есть, я в прошлый раз парился, хорошая дровяная банька. Просто сегодня, вот баня написано. Просто сегодня уже времени нету здесь париться, ехать надо. Ну и про цену забыл сказать. В общем, я взял суп, да, шашлык, 3 оладушка, кофе. Заплатил 400 рублей за все. Шашлык 250 стоит. Суп 70. Вот, там оладушки я не помню. Ну, короче, все вместе 390 рублей. Если конкретно. Наконец-то вылезли из Кемерово, поблукали немножко, да. Ну как поблукали, все нормально, по знакам, по указателям, все проехал, нигде не заблудился. Блукал я в Канске, ну не блукал, а блуканул. Вот все, ребят, двигаемся, следующая станция Новосибирск. Ну Новосибирск уже там объезд есть. Там должны пройти быстро. Ребят, в Кемеровской области начали стоять гаишники. Вот я заметил, нигде не было. Уже 2 попались, там ребята моргали, встречный транспорт. В общем, смотрят сплошную. Вроде как радар не определяет, у меня радара нету. Скорее всего, сплошную линию, обгоны, будьте внимательны. Так, ребят, Новосибирская область, заезжаем. До Новосибирска 170 где-то, 170 осталось. Ух, дождь зарядил капитально. Как-то едем. Подъезжаем к Новосибирску, ребят. Ну, погодка, я вам скажу. Смотрите, небо все черное. Дождь сейчас еще моросит. Буквально минут 5 назад поливал капитально, как из ведра. Там 20 километров осталось до Новосиба. Следующая станция Омск. Так, короче, ребят, остановился на ночевку. Вот гостиничный комплекс Ланта. Сходил в душик, помылся, душ 100 рублей, стоянка есть. Вот для дальнобоев, для фур. Легковушки здесь.
Там тоже есть на той стороне. Ну, кафешка здесь. Все. Ну, номер я не стал снимать. Короче, есть все там. Ремонт, еда, Wi-Fi. Заправка чуть-чуть дальше там. Дядька вот ходит, собирает денежку за стоянку. Я номер не стал снимать, потому что у меня вот номер. Короче, 50 рублей заплатил за стоянку. За стоянку и за номер. Вот. Ну все, сейчас переночуем. Гостиничный комплекс Ланта. Находится, ну, я еду в сторону Омска. 300 с чем-то осталось до Омска. Ну, нормально здесь, чистенько, все хорошо. Ну, а чё 50 рублей? Вон фуры уже понатыкались, там куча. Ходит их здесь, паркует. Прохладно стало. Все, пошел я к себе в номер. Так, что мы сегодня проехали? Опа! 1123 проехали. Ну, не так, как вчера, 1300. Потому что ехали через Ачинск. Так, сейчас я свет включу. О. Ехали через Ачинск, ехали через Кемерово, через города. Это потеря времени. Приличная потеря времени, притом. Кемерово вообще там час точно в городе ехали. Все время ехали, говорю. Ну, с конем. С конем. Так. В общем, время что у нас? Часы. Так. Время 23:08. Все. Баю-баюшки, баю. Завтра рано подъем и двигаем. До Омска завтра дойдем. С Омска на Курган. Все. До завтра. Доброго утра всем. Сегодня... Так, время что у нас? Проснулись. Сегодня 6-й день, как мы в пути с моим конем. Так, 5:30, нормально. 6-й день, 300 километров там с копейками осталось до Омска. Напомню, здесь гостиничный комплекс, Ланта называется. Останавливался, душ принял, побрился, помылся, короче, подмылся. Вчера пораньше, ну как пораньше, в 11 лег спать. Это обычно в 12. Ладно, суть не в этом. Все, пьем кофе, завтракаем и в путь. Вот, друзья, расцвело. С 6 часов я уже проехал 200 километров. Сейчас 8. До Омска еще 160. С Омска мы пойдем на Ишим. Что-то проверил масло. Мотор масла взял. Вчера эти обгоны этих фур. Там сопки были. Подъемы, спуски. Что-то маслица немного подушло. Ну, масло у меня есть с собой, долил. Что-то я насторожился. Не знаю, или так и должно быть, или колпачки. В общем, ладно, будем наблюдать дальше. Сейчас я иду 110, шибко не газую. На круизе поставил, круиз-контроль.
потихоньку. В окошко посмотрел, ну так, я имею в виду в бок, так прилично. Но все же я думаю, наверное, масло взял из-за того, что вот эти вот резкие обгоны до 140 доходило, там обгонял. Топнешь. Может быть, это повлияло. Вот еще хотел сказать, что хорошо рано начинать движение. Вот в 6, допустим, там или в 5. Никого нет вообще. Идеально. Идеальная дорога. Вот сейчас 7, начиная с 7 часов фуры начинают вылазить. Вот видите, да, и это хорошо, некоторые там моргают поворотками, как бы там говорят, обгоняй или не надо. А есть же такие, что не посмотришь ни черта. Еще обгонять начинаешь, а он начинает топить тоже. Ну, есть такие, есть товарищи. Этот вот молодец вообще. Уважаю таких водителей, прям. Надо ему спасибо сказать. Ну вот как вот топнул, да, 120 погнал. Снова круизик ставим. Главное, вот круиз-контроль работает на 110, все. На большей скорости ты его не поставишь. Вот тоже японцы, ну я не знаю, как на других, вот Nissan Sirena. Вот здесь так вот. Я как бы не думал, да, что, ну, там в Якутии я ездил на таких скоростях, у нас дороги плохие, на таких скоростях не ездил. Допустим, ездил там Покровск, 70 километров от Якутска находится. Короче, свыше 100 там ехать невозможно, потому что дорога плохая. Ну и, соответственно, круиз-контроль ставил. А тут просто удивился, что, ну, видимо, это в целях безопасности все сделано, конечно. Омская область, граница, заехали. Омск 125. Дальше. Так, друзья, добрался до Омска. Ну, сейчас мы обходим там его в объездной мост. Идем дальше на Челябинск указатель. Но мы пойдем через Ишим. Сначала Ишим, потом Курган. Так, ну в общем, сейчас надо нам пройти Омск. Проходим мы мост, что-то здесь у них ремонты. Так, Челябинск прямо, нам прямо. Вот, вертолетик летит. Наверное, частный чей-то. Так, мы продолжаем движение. Сейчас идем на Ишим. С Ишима пойдем на Курган и на Челябинск. До Ишима 260 километров. Ребят, Тюменская область. Не успел камеру включить, там Стелла стояла. В общем, заехали в Тюменскую область. До Ишима 88 километров. Едем дальше, друзья. Ишим прошли. На развязке есть указатель на Курган. Двигаемся дальше на Курган, а потом на Челябинск. До Кургана 380, Челябинск 570 с чем-то там было. 570, короче, грубо говоря. Ну все, добрый путь. Должны сегодня до Челябинска доехать. Короче, ребят, заправил я в Ишиме на Газпром нефти. На Газпром нефти заправка. Какой-то новый 95-й бензин G-Drive.
Ну, думаю, попробую, заправлю. Говорит, экономичнее. Тетенька там экономичнее и с присадками вроде как. Вот. Ну, радует, короче, радует бензин-то. Вот прошел 100, так, сейчас скажу, 170 километров я прошел. Заправил я полный бак. 170 километров прошел, у меня два деления только исчезло. Два деления, это сколько у нас? Так. Ну, короче говоря, до этого я заправил какой-то фигни. И у меня вообще быстро он улетучился, этот бензин. Бак. Я даже удивился, что вроде мало прошел, а бака нет. Ну, короче говоря, я вот сейчас еду, наблюдаю, прямо так, радует бензинчик, радует. Посмотрю сейчас еще торг, программку по расходу, что там показывает. Так, ну, торг включил программку. Короче, по расходу, сейчас камеру снимать не буду на ходу, как бы поверьте на слово. Так, 8,3 показывает средний расход на 100 километров. Так, скорость у меня сейчас 109 я иду. 109, 108. И моментальный расход показывает, ну, от 5 до 10, короче, как давишь на педаль. Так, ну вот, включил я программку, сбросил, как бы обнулил, и вот смотрите. Так, ну сейчас в населенный пункт заехали, маленько скинул скорость. Вот средний расход показывает 6,3. Моментальный расход я как бы придавил, хоп, 11, там 9-11 прыгает. Вот 6,6 сейчас средний расход. Скорость 75. Так, сейчас попробуем 90 наберу, сейчас скорость попробуем, посмотрим, что получится по расходу. Вот, давлю на педальку, уже прибавляется 7,1. Не, реально бензин хороший. Прямо, блин, я не нарадуюсь. И машина такая прям энергичная стала. Чувствуешь сразу при обгонах. Хороший бензин. Тетенька не обманула на заправке-то, кассир. Я первый раз таким бензином заправляюсь. Вот сколько я проехал. Что-то Газпром проезжал мимо, потому что там дороже был. А тут думаю, дай попробую. А не то, что попробую. У меня бензин закончился в баке. Там даже уже все деления исчезли. И газпромовская первая заправка попалась. Я заправил там. Смотрю, какой-то новый 95-й. Думаю, дай попробую. Ну, на рубль дороже, грубо говоря, но разницы там копейки. Так, в общем, смотрите. Вот скорость 100, 99. Скорость 100. Расход 7,9. До этого вроде бы у меня показывал 8. Ну вот 8, да. До этого показывал 8,5 при 100 километрах в час. Чуть-чуть экономичнее, да, действительно. Ну, нормально, в общем. Я рад за бензинчик. Будут попадаться газпромовские заправки, буду заправлять там. Так, ну все, едем дальше. Что у нас по навигации? 139 километров осталось до Кургана. Ну, дорога ужасная, ребята. Вот с Ишима едут до Кургана. Вообще дорога плохая, а? Так, навигация. 138 километров осталось до Кургана. Шибко не разгонишься, дорога ужасная.
От Сышима до Кургана, конечно, дорога не радует. Плохая. Местами вообще там 60 едешь, 70. Ну, сейчас еще так, более-менее соточку можно идти. Ну, короче, за дорогой здесь не смотрят. Ну а что делать? Выхода нет. Это короче путь, чем через Тюмень ехать. Считай Тюмень, Екатеринбург, а потом на Челябинск или там дальше спускаться. Ну, в общем, это слишком большой круг. Поэтому так будет лучше и быстрее. Друзья, Курган в стороне остается. Мы продолжаем свой путь на Челябинск. Вот развязочка. Челябинск прямо, Курган уходит. Вот мост. Все, двигаемся дальше до Кургана. Показывает навигатор 3 часа 30 минут езды. Километраж сейчас посмотрим. 270 километров до Челябинска. Ребят, Челябинск. Ну, в Челябинск не заезжаем. Развязка. Сейчас заехал на развязку и пошел на Уфу. Уфа 463 километра. Пока едем, пока едется. Ну, до Уфы-то, конечно, мы сегодня не доедем. Ну, сколько проедем? Часов. Сейчас у нас что? Половина 9-го, ну, я думаю, до 10 можно ехать. Уфа 434. Все правильно, пошли. Объездная дорога, сделали объездную. Раньше не было, когда я ездил в последний раз. Через Челябинск ездили.